Всем доброго дня, всем здравствуйте. Вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. Надеюсь, что за это время соскучились. А может быть и было время отдохнуть на новогодние каникулы и праздники. Ну что, давайте к новостям триатлона. Не только триатлона, а вообще спортивных событий, которые были так или иначе связаны именно с нашим любимым видом спорта. Погнали! Итак, по порядку давайте начнем, наверное, с дистанций, которые нас интересовали, и, в принципе, наверное, с полужелезной дистанции, которая проходила в эти выходные в Чили, город под названием Пукон. Победителями там стали представители Испании и Латинской Америки, но в частности, конечно же, победителем мужской гонки стал легендарный Хавьер Гомес. Обладатель серебряной медали на Олимпиаде 2012 года сумел показать лучшее время, несмотря на то, что после плавания и велоэтапа он находился где-то немножко в тени, был на третьих, на четвертых позициях, но бег расставил все на свои места. Гомес показал результат на полумарафоне 1 час 10 минут, что позволило суммарно обойти своего соперника на 2,5 минуты. Я думаю, что испанец, в принципе, доволен. Обошел он аргентинца Таконе. Ну а тройку призеров замкнул еще один представитель Южной Америки, бразилец Калучи. У девушек борьба была немножко интереснее и насыщенной. Программа получилась, потому что с первых метров после плавательного этапа Батиста вместе со своими конкурентками практически плечо в плечо лидировали, но вот после велоэтапа она начала добавлять, начала набирать обороты, ну а на беговом сегменте Батиста показала еще раз свой класс и позволила себе, я думаю, немножко вальяжно и в спокойном темпе финишировать. Ее результат 4 часа 17 минут, второе место досталось представительнице Чили Ривьерас 4:25, ну и на третьей позиции расположилась аргентинка Пьяццо 4 часа 42 минуты. Вот такие новости были из Пукона. Что касается вдогонку Хавьера Гомеса, то испанский многократный чемпион мира, обладатель европейского золота на олимпийской дистанции, на различных спринтерских этапах, объявил о том, что он заканчивает свое выступление под эгидой ITU, и для него теперь гонки, которые имеют отношение непосредственно к Олимпиаде, на этом все. Дальше он сосредоточится на полужелезных и длинных гонках, будет принимать участие в различных ультрамарафонных дистанциях, так что я думаю, что Хавьеру Гомесу только-только начинает свой путь в большом таком железном, по-настоящему длинном триатлоне. Весной этого года пройдет необычная гонка, пройдет она в Америке, Флорида будет принимать еще один интересный, необычный этап. Мы привыкли к тому, что с 2020 года постоянно идет какая-то реформа, новые гонки, добавляются эстафеты, причем смешанные эстафеты, постоянно ITU и, собственно говоря, все те, кто связан с триатлоном, ищут новые форматы. Так вот, объявили о том, что пройдет парная гонка. Что она из себя представляет? Ну, во-первых, на момент старта гонки пара должна быть в отношениях минимум 6 месяцев. Вот это любопытно уже сам по себе формат. Дистанция будет проходить и для парня, и для девушки. 2 раза должны пройти дистанцию. Плавание 400 метров, вело 16 километров и на велоэтапе, точнее, велоэтап 16 километров и беговая программа 5 километров. Так вот, каждый из участников должен 2 раза преодолеть эту дистанцию. В формате эстафета, само собой разумеется. Ну и примечательно тот факт, что уже 14 пар заявились, причем по именам, там, что не имя, то, собственно говоря, гроза или авторитет триатлона в мировом сообществе. Так что эта гонка сама по себе уже обещает быть интересной, тем более, что много выступило меценатов и призовой фонд достаточно серьезный. Плюс, конечно, гонка будет иметь еще и благотворительный характер. 100 тысяч долларов за первое место, ну и там дальше уже организаторы распределяют остальную сумму. Плюс еще, конечно, не будет забывать о благотворительности. Так что Флорида, март месяц, я думаю, что с большим интересом будем следить за новостями. Ну и, скорее всего, как мне кажется, эта гонка также попадет в теле или, наверное, интернет-вещание в каком-то формате. Мы наверняка понаблюдаем за этой дистанцией. Но если не будет такой возможности, то с удовольствием расскажем о ней в нашем дайджесте. К новостям, которые состоялись, если не после Нового года, то непосредственно в сам канун Нового года, до или после. Давайте так быстро пробежимся о событиях, которые, наверное, может быть в меньшей степени связаны с триатлоном, но непосредственно, конечно же, к триатлону тоже отчасти имеют отношение. Так, 31 декабря в Барселоне обновились мировые рекорды в беге на 5 километров
вот на такой дистанции. Напомню, что совсем недавно, еще осенью, в начале осени 2021 года, этот рекорд был пал, но вот не прошло, что называется, и полгода, да, и года, как уже в Новый год снова обновили это достижение. У мужчин теперь это время равняется 12 минутам 49 секундам и принадлежит этот рекорд теперь 20-летнему Бериху Оригаве. Он 2 секунды снял с предыдущего результата, но а у девушек лучше стало Корса, преодолев эту дистанцию на 14 минут 19 секунд, что на 22 секунды предыдущего быстрее мирового рекорда на 5-километровой дистанции. Так что вот в бег потихоньку не останавливается, наоборот, только растет и прогрессирует. К лыжам, если так перебраться, все-таки зима, да, и на носу Олимпиада в Пекине, нужно отметить, наверное, Наталью Непряеву. Впервые в истории российского спорта и лыжных гонок победительница из России стала в многодневке Tour de Sky. Очень престижной и очень, наверное, классной самой по себе гонки. Она обеспечила себе отрыв, ну и затем вот последний этап, напомню, он проходит в гору, в горнолыжном курорте. Она сумела сохранить вот это преимущество и довести до победы. У мужчин было все немножко предсказуемо. Там Клебо перед последним днем имел преимущество в 2 минуты. И, соответственно, от Большунова это отставание не только не проиграл, но еще и сумел его сохранить и немножечко приумножить. Что касается еще каких-то мировых рекордов, то вот в Израиле проходила очень необычная гонка. И там представитель Литвы Александр Сорокин преодолел 12-часовую гонку с новым мировым рекордом. Ему потребовалось пробежать за 12 часов 177 километров и 410 метров. Я думаю, что потрясающий результат. Попутно это он еще установил еще один мировой рекорд. В гонке на 100 миль он, соответственно, преодолел за 10 часов 51 минуту и 29 секунд. Так что Александр Сорокин продолжает собирать коллекцию мировых рекордов и, как мне кажется, на этом точно не собирается останавливаться. Ну и, наверное, закончим с новости немножко необычной, но тем не менее очень интересной и любопытной. Так, в Швеции на днях проходила марафонская гонка 42 километра. Победителем ее стал школьник Альвар Мёльбек. Ему 15 лет, он преодолел эту дистанцию быстрее всех своих соперников, которые, соответственно, его старше же, конечно, но по окончанию гонки был дисквалифицирован. Дисквалифицирован по той простой причине, что на момент гонки ему не было 16 лет. Вот, собственно говоря, дисквалификация из-за возраста. Но вообще про Мёльбека ходят уже такие маленькие легенды. Этот школьник, этот мальчишка вполне способен соревноваться, как вы видите, по этой дистанции со взрослыми. Так, плюс ко всему, он еще и тренируется со взрослой шведской сборной. Ему удалось потренироваться с российской сборной. В общем, парень показывает выдающиеся результаты, но его считают, что на ближайшие, наверное, лет 10-20 это, возможно, будет таким новым Бьорн Дальным. Посмотрим, поживем, увидим. Парень с 3 лет на лыжах, его отец сейчас тренирует команду в его же городке, занимался для себя в удовольствие, но затем с 10 лет пошли такие серьезные результаты, и каждая гонка теперь для этого молодого человека не просто гонка, а, конечно же, только исключительно на победу. Так что, я думаю, не за горами, возможно, уже в следующей зимней Олимпиаде мы этого парня из Швеции увидим, узнаем и, конечно же, наверняка будем следить. Вот таким получился этот дайджест на этой неделе. Отдохнули, передохнули, перезагрузились с новыми силами, готовимся к новому сезону.